Хайырлы кич, дуслар. Мы еще находимся в штабе Татара. Я поймала прекрасных творческих людей. Еще раз представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, чем занимаетесь? Марсель, инженер, строитель. Марсель, инженер, ладно. Меня зовут Айдар Минаев, музыкант. Нам сегодня сказали, Айдар, что Марсель у нас поет, баянист, автор песен, и обязательно подписывайтесь на него. А вот еще рэпер. Да, а вот про тебя нам рассказали, что ты у нас умеешь пародировать голоса. Это правда? Это правда, но про Марселя не все рассказали, он также пародист на самом деле. И причем он пародист такого, сказать, регионального целевого плана. Он очень хорошо делает звезд татарской эстрады, чего я, кстати, не умею. Я специализируюсь больше на всей российской эстраде, но больше по русским песням. Но вот учусь у моего старшего коллеги, надо потихоньку развиваться и внутри, так сказать, этноса, брать татарскую культуру тоже. А так веду блог, да, по пародиям. Класс, какой блог? Как называется, как найти тебя? Айдар Минаев. Можно прям так написать, сразу вылезет. Поскольку вы у нас пародируете, так, тогда вам спецзадание. Что-нибудь скажите такое классное, интересное, спародируйте кого-нибудь, да? Угу. Ну, смотрите, можно я тогда возьму микрофончик? Конечно. Да. Раз нас двое сегодня, то мы должны, наверное, как-то сыграть что-нибудь, да? Да. Вы согласны со мной, Марсель? Диалог какой-то. Ну, смотря с чем согласиться. Мне кажется, эту роль я возьму на себя, а вы можете взять кого-нибудь другого. Я сейчас подумал, что Марсель пытается сделать Владимира Владимировича Путина. Я перенимаю эту инициативу. Подождите, пожалуйста, не мешайте. Можно я начну свою речь? Хотел сказать Дмитрий Сергеевич Песков, но вы не похожи особо. Поэтому, знаете, начать стоит в первую очередь с того, что я благодарен быть сегодня здесь. Мне очень приятно. Редко держу такой проводной микрофон, обычно что-нибудь там рядом кто-то записывает. Но ничего страшного, постою. Вы сегодня такая красивая. Это что, змея? Напомните, у нас год кого сегодня? Серьезно? Ну, замечательно. Знаете, у нас в правительстве, когда я только пришел, было много змей. Мы их всех вытравили и оставили только достойных людей. Поэтому я не буду обращать внимание на эту вашу, так сказать, зацепку, не знаю, что это как-то называть, да? Брошка. Брошка, точно, брошка. Угу. Давайте что-нибудь российское, пожалуйста. Как у кого? Как у Валентины Ивановны Матвиенко. Отлично. Я ей лично это передам. Или Эльвира Сахибзадовна Набиуллина. Вы знаете, у вас такой взгляд, такой прямолинейный и очень серьезный. Мне кажется, вы могли бы хорошо смотреться на уровне главы Центробанка. Хотите, мы сейчас резко поменяем, так сказать, расстановку сил? Вы знаете, очень прикольная, конечно, змейка, но я думаю, что все-таки у Матвиенко она все-таки, наверное, бриллиантовая. Не думаете? А у меня, может быть, изумруду, вы откуда знаете? Абсолютно верно. Поэтому я хотел вас взять, так сказать. Надеюсь, что вы богаты. Но в любом случае станете. Я адресую вопрос к вам, мой коллега. Кто вы сегодня, дорогой пародист? Ничек айтасыз, как говорится, шулай была. Ничек сіз айтасыз, шулай была. Вы помните, что я обязал всех глав региона разговаривать со мной на русском? Я, конечно, уважаю региональные языки, мы их всех тоже признаем, абсолютно верно, но я вас просто не понял. Повторите, пожалуйста. Ну, Владимир Владимирович, ну, так точно, да. Вот как вы скажете, так мы делаем. Вот, кстати, штаб Татар основали. Здесь молодежь, приобщаемся к культуре по вашему велению. Хорошо, по моему велению. То есть вы меня с щукой, что ли, идентифицируете, я правильно понимаю? Исключительно, ну как сказать, вы как руководители, да, нашей страны. Я рад, что вы меня так оцениваете, как хорошего, надеюсь, руководителя. Вы знаете, все бы так главы региона себя порядочно вели. Вы много лет занимаете свой пост, я очень благодарен вам за это. Вы проявили себя как достойный, ответственный политик. И, так сказать, я даже, наверное, уступлю эту прекрасную девушку в вашу региональную команду. Все-таки мы не будем пока сменять вектор направления, и Эльвира Сахибзадовна останется, но... Прошу обратить внимание на девушку, очень талантливая. Может быть, кстати, будет развиваться в пресс-конференциях, там, в журналистских каких-то направлениях. Возьмите себя на внимание. Вам спасибо большое. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Ну, будем иметь в виду, посмотрим. Вот с Казани приехал, Владимир Владимирович позвал, но ему недалеко было ехать, как мне, но вот мы стараемся дороги делать, чтобы быстрее все это, знаете. Ну, я ехал в пробках, я не включал мигалки, вы знаете, ближе к народу, так сказать. Ну, правильно, а я вообще на поезде приехал, да, вот с Казани. Нормально? Нормально? Да. М12 тоже нормально, сам тестировал, да, хорошая трасса. Отлично.
Спасибо вам большое за это. Отлично, отлично. Владимир Владимирович. Зурахмат, простите, спасибо большое, да. Спасибо большое за такую прекрасную игру. Пишите в комментариях, кого вы увидели в лице наших прекрасных гостей, постоянных членов нашего штаба татар. И напоследок расскажите, пожалуйста, почему вы здесь, чем вам запоминается и нравится наш штаб? Штаб у меня всегда запоминается новыми людьми. Хотел бы я так сказать, но не всегда их запоминаю всех, потому что большое количество сменяемости, так сказать, студентов, они постоянно прибавляются, а мы с Марселем все стареем и стареем, да. Но мне как четверокурснику приятно, что я начал сюда ходить еще со второго курса и познакомился с очень многими достойными людьми. Мне радует, что здесь интересная выборка молодежи. Это студенты топовых российских вузов, объединенные общие... Я студент государственного института. Почему я до сих пор продолжаю в некотором тоне разговаривать, Владимир Владимирович? Я студент государственного института, на 4-м курсе учусь. Вот. Мне очень приятно, что всегда здесь так встречают радостно и уделяют большое внимание, вот так же, как и вы сегодня. Поэтому желаю процветания штабу и всего самого доброго. Спасибо вам большое за такие прекрасные вечера. Здесь очень уютно, очень тепло, всегда можно поговорить на татарском языке, и вот ощущение, что ты дома находишься, а не где-то за пределами. Татарща. Меданиятны кутарик. Давайте поднимем нашу татарскую культуру в массы, да? Бітін балачагаларға, бітін студентларға, бітін яшьләргә. Еще хотел сказать, задача и цель моих песен современных в рэпе не для того, чтобы что-то осквернить, как многие думают, да? Но я не оправдываюсь, я просто говорю свою цель. Молодежь слушает рэп, хип-хоп, да, современную музыку. Приобщить, так сказать, молодежь к татарской культуре и языку, пусть изучает через татарские современные песни. Здесь у нас очень много талантливых ребят, и буквально вчера у нас прошло великолепное мероприятие в Раменском районе. Все мы, молодежь штаба татар, пели песни, танцевали, и, собственно, сейчас мы возьмем интервью одного из артистов. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и каким творчеством ты занимаешься? Меня зовут Рафиль Ахметнабиев, я занимаюсь пением. Вот недавно начал выкладывать свои песни. Сценический псевдоним у меня Абдур-Рафи. Вчера выступили замечательно на мероприятии. Мне, по крайней мере, все очень понравилось. Я надеюсь, это понравилось в том числе и зрителям, для которых это все было устроено. Собственно, пользуясь случаем, в том числе хочу прорекламировать себя и порекомендовать послушать, попробовать послушать мои песни. Есть на всех площадках музыкальных. Абдур-Рафи, напоминаю. Класс. И какая у тебя самая классная песня, которая тебе больше всего нравится? Для меня самое классное — это те, которые еще не вышли. Тогда следим за новостями. Как тебя найти? На всех музыкальных площадках есть песни. Я напоминаю еще раз, повторюсь, псевдоним Абдур-Рафи. Исеменничек? Менің исемім Наиль. Мен Ульяновскийдан пацан. Где ты работаешь, чем занимаешься, где учишься или же окончил университет? Я окончил университет «Синергия» на факультете игровой индустрии и киберспорта. Я сейчас в высшей школе экономики на аналитике больших данных. Решил свитчнуться в IT-индустрию. Долгое время в Москве подрабатывал, работал курьером в доставке. Знаю 5000 адресов. Исеменничек? Benim ismim Anisa. Siz mında Tatar штабында кайчан килдегез? Мен бірінші тапқыр 22 елда келдім емінде. Қазір 23 елда келгенім бар. Бүтін келмедім. Қазір екінші қабат бұл ел баштан келдім. И теперь собираюсь продолжать сюда ходить, потому что очень классно. Я уже забыла, как тут хорошо бывает, поэтому вот. Где учитесь, где работаете? Мен қазір оқымын, мен ішлеймін реклама білін агентствода. Нендей агентство? Айта алмаймын. Шындай удаленная работа, уда отырам, компьютер білін ішлеймін шылырақ. Меня зовут Артур, всем привет. Здорово. Скажи, пожалуйста, как ты попал сюда в штаб татар? Меня пригласила, на данный момент моя любимая девушка, и будущая жена. Прекрасный клуб. Откуда ты, чем занимаешься? Сам я приехал из Дальнего Востока, именно из города Хабаровск. У меня, свой небольшой юридический бизнес. Помогаем компаниям, физическим лицам. Сам как-то так. Хәерле кич, дуслар. Хәзер без штаб татарында. Исемегез ничек? Минем исемем Разилә. Әйбәт. Сез штаб татарында кайчан килдегез монда?
Мин монда узган елны килдем, Мәскәүгә күчеп килгәч, беренче курста укыганда, хәзер инде менә 1 ел монда атна диярлек бик еш булам. Сез кайда эшлисез һәм укыйсыз? Мин үзем Татарстаннан, Алабуга шәһәреннән, бүгенге көндә Мәскәүдә яшим, Мәскәү дәүләт университетының юридик факультетында белем алам. Вот. Хәзер мин урысча әйтәм. Как вы считаете, существует ли любовь в штабе татар? Ой, миңа калса бәлки идер. Чөнки монда бит һәрвакыт яшьләр, һәрвакыт егетләр, кызлар аралашалар, танышалар һәм бәлки кемдер баланы тапкандыр. Ләкин мин әле баланы тапмадым. Шуңа күрә төгәл әйтә алмыйм, бәлки бардыр. Ну, ничего страшного, все впереди, все молодые. Как тебе в штабе татар? Что тебе нравится больше всего? Мне нравятся великолепные люди, красивые девушки и атмосфера того, что я наконец-то нахожусь на островке своей культуры среди этого большого мегаполиса, в котором нет у тебя ни единого друга и ни единой знакомой души. А все какие-то иностранцы, незнакомцы, а здесь кого-то Туган-Як здесь у меня. Туган-Як. Что можешь сказать о штабе татар? Почему здесь хорошо? Здесь классная комьюнити, классные люди, можно знакомиться, пить чай, и вообще все очень классно, приходите обязательно. Да, вы все слышали. Здесь у нас вы увидите бесконечное количество чая, бесконечное количество чак-чак, уч-почмаков и самое веселое настроение, песен, танцев, поэтому присоединяйтесь только к нам, штаб татар Москвы. Прекрасное место, которое, собственно, дает большой толчок вперед в жизни, социальной, любой жизни. Всех в обязательном порядке приглашаю сюда. Помимо всего прочего, помимо того, что вы просто будете более активны, вы, может быть, даже найдете себе новых хороших друзей, если сами будете хорошим человеком, естественно, новые знакомства и, может быть, даже супругу тоже. Как ты считаешь, существует ли любовь в этом штабе? Здесь она точно присутствует, между вот этим микрофоном. Спасибо. Ну и что, последний вопрос. Как вам нравятся эти все картины? Как вы считаете, творчество в татарской культуре, оно какой уровень занимает? Картины, которые увешаны тут, это вот отдельное искусство, потому что иногда можно просто сесть и залипнуть на какую-то стену, просто рассматривать и не отвлекаться ни на что. Ну, такое бывает. Приходите в штаб татар, чтобы увидеть большое количество картин. Это отдельный вид искусства. Надеюсь, в каждом интервью вы увидели себя, поэтому приходите в наш штаб татар, ставьте лайки, пишите комментарии и присоединяйтесь в нашу большую татарскую семью в Москве.